Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. В Сухуме состоялась церемония награждения учителей, которым в 2020 и 2021 годах были присвоены почетные звания «Заслуженные учители» и вручены ордена Ахтапша 3-й степени. В Абиги состоялась защита кандидатской диссертации. Молодой ученый Иналджопо посвятил свою работу памятникам архитектуры Абхазии первого тысячелетия нашей эры. Благотворительный фонд «Ашан» открыл сбор средств на экстренную операцию подопечной фонда Асланы Джинджолия. 5 октября – Всемирный день учителя. С профессиональным праздником учителей Абхазии поздравил президент Аслан Бжаня. Отметив нелегкий труд педагогов, глава государства подчеркнул, что во все времена учителя пользовались уважением и почетом, так как в их руках воспитание подрастающего поколения. Аслан Бжаня выразил уверенность, что молодежь Абхазии, благодаря полученным в школе знаниям и воспитанным человеческим качествам, станет надежной опорой для нашей страны. Указом президента Абхазии Аслана Бжаня за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено заместителю директора по воспитательной работе Бзыбской средней школы номер 1 Анжеле Барганже, директору Рекской школы имени Лабахуа Талико Лабахуа, заместителям директора по воспитательной работе по учебной части Мукской школы номер 1 имени Чачба Валентине Лассуре и Изольде Тарба, бывшему учителю начальных классов Сухумской школы номер 9 имени Туманяна Нелли Овсепян, учителю начальных классов Очимчирской средней школы номер 2 имени Эшба Алисе Чолокуа. Другим указом президента за многолетний плодотворный труд в системе образования, вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Мимоза Заантария награждена орденом Ахтапша 3-й степени. В Сухуме состоялась церемония награждения учителей, которым в 2020 и 2021 годах были присвоены почетные звания «Заслуженный учитель» и вручены ордена Ахтапша 3-й степени. Всего звания «Заслуженный учитель» удостоились 20 педагогов из различных городов и районов республики. Высшим государственным орденом Ахтапша награждены 8 учителей. Смотрите репортаж Зины Ханагуа. Сегодня профессия учителя, пожалуй, одна из самых сложных и востребованных. Труд педагога невозможно переоценить, так как благодаря ему дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся вниманию, терпению и общению. Мэри Тхагушева, преподаватель английского языка, в школе проработала 48 лет. Преподавателем чистым проработала 25 лет и 23 года директором школы. Но по состоянию здоровья я решила пойти на заслуженный отдых. Сейчас я отдыхаю, довольствуюсь своими учениками, горжусь ими очень. Школа наша была на хорошем счету очень, Гудаутская средняя школа номер 2. Вот. И дети сегодня, я ими горжусь, то, что они занимают высокопоставленные места и везде себя проявили как защитники Отечества, нашей Родины. И вообще только с положительной, с позитивной стороны я их вижу. Очень приятно, когда они поздравляют тебя, приходят домой. Это же радость. А что может быть лучше этого? Работа учителя требует огромного терпения и самоотдачи. И чтобы добиться результатов, хороший педагог должен быть другом для своих учеников, помогать им, стараться разъяснить то, что они не понимают. И, как признаются сами учителя, должен найти подход к каждому ребенку. Каждый ребенок – это уже личность. Он должен замечать позитивные и негативные качества, найти подход к каждому ребенку. Не каждому дается учеба хорошая. И тем не менее, зато он может стать со временем прекрасным специалистом, бизнесменом. Вот. Так что здесь любой педагог, он должен быть обязательно обладать качествами психолога. В профессиональный праздник работников сферы образования в зале Кабинета министров прошла церемония награждения учителей. 20 педагогам страны было присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Высший государственный орден Ахтапша получили 8 учителей.
В торжественной церемонии приняли участие спикер парламента Валерий Кварча, первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Жопуа, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Дорогие наши учителя, вы сегодня отмечаете свой профессиональный праздник. По праву ваша профессия является одной из самых ответственных и благородных. Вы закладываете основу для будущего наших детей. Сегодня в выступлениях было особо отмечено, что не только образование, но и такой важнейший компонент, как воспитание, которым вы занимаетесь, вот это и дает основу и приоритет вашей профессии. Мы все прекрасно с вами видим, как стремительно меняется мир, как приходят новые технологии практически во все сферы, ну и, несомненно, в сферу образования. И на этом этапе, на современном, в том числе и в нашей стране, перед системой образования стоит задача о таком поэтапном внедрении этих информационных технологий в образовательный процесс, в учебные программы. Я полагаю, что именно с помощью вас это будет достигнуто. И, конечно же, с праздником педагогов поздравили их ученики. Учащиеся столичной школы имени Баграта Шинкуба прочитали для своих учителей стихи. Шазина Ханагу, Алексей Бухава, Абхазское телевидение. С Днем учителя работников сферы образования поздравил премьер-министр Александр Анкваб. У нашей страны много нерешенных проблем. Перед нами стоят судьбоносные цели – построить самодостаточное государство, государство успешного общества. Именно поэтому на плечах абхазских учителей лежит особая ответственность. Мы верим, что абхазские учителя справятся с возложенной на них миссией, верим в их талант, терпение и абсолютную преданность избранной профессии. И будем прилагать все усилия, чтобы труд учителя был по достоинству оценен государством, отмечается в частности в поздравлении. К другим новостям. 5 октября Адыгея празднует День образования республики. Эта дата официально утверждена законом Адыгеи 14 февраля 1995 года. В этот день по всей республике проходит множество праздничных мероприятий. В Майкопе торжества по традиции завершаются праздничным фейерверком. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил главу Адыгеи Мурата Кумпилова с Днем образования Республики Адыгея. Сегодня, благодаря трудолюбию и единству ее жителей, Адыгея является одним из динамично развивающихся во всех сферах жизнедеятельности субъектов Российской Федерации. Глубоко убежден, любовь к своей родине, традициям, вековые обычаи кавказского гостеприимства и впредь будут неизменно служить прочной основой мира и согласия в обществе, говорится в частности в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня также отметил, что в Абхазии высоко ценят поддержку, которую оказали братья-адыги, добровольцы, прибывшие для защиты абхазского народа в сложное для страны время. Президент выразил уверенность, что взаимоотношения, проверенные временем, будут только крепнуть и развиваться.
Молодому ученому Иналу Джопу присвоена степень кандидата исторических наук в Абхазском институте гуманитарных исследований. Состоялась защита его диссертации, которая посвящена памятникам архитектуры Абхазии первого тысячелетия нашей эры. Работа состоит из 3 разделов. В первой главе рассказывается об истории раскопок памятников архитектуры от 17 столетия до наших времен. Во второй – о наиболее изученных памятниках. В 3 главе Инал Джопу говорит о необходимости сохранения памятников архитектуры и предлагает свое видение решения проблемы. Работа молодого ученого получила высокую оценку коллег. Двухэтажный частный дом на улице Ломоносова в Гале загорелся ночью 5 октября, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На место выехали пожарные. Несмотря на все усилия спасателей, дом полностью сгорел. Пресс-служба ведомства уточняет, что пострадавших нет. Благотворительный фонд Ашана открыл сбор средств на экстренную операцию подопечной фонда Асланы Джинджолия. Девочка нуждается в замене телескопического штифта в ноге. Стоимость операции составляет 1 600 000 рублей. Маленькая Аслана Джинджолия вновь нуждается в помощи. В Абхазии многие знакомы с ее историей. Фонд Ашана помогает ей уже 9 лет. У девочки несовершенный остеогенез, очень ломкие кости. За спиной у Асланы 23 курса терапии, 4 сложнейших операции. В 2018 году девочка неудачно упала и сломала ногу в районе голени. Тогда все неравнодушные люди собрали необходимую сумму на экстренную операцию, во время которой Аслане установили телескопический штифт. За 3 года девочка выросла. Штифт согнулся и вызвал деформацию ноги в районе голени. Для комфортного передвижения и избежания необратимых последствий ее здоровья Аслане необходимо установить новый штифт диаметром больше. Сейчас остро необходимо сделать операцию по замене телескопического штифта. Не можем мы делать много упражнений не можем делать, потому что он согнулся. И мы не можем дать нагрузку, давление на ноги. Много активных упражнений мы не можем делать. Уже 4 года Аслана проходит реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Несмотря на тяжелый недуг, девочка очень жизнерадостная. Аслане сейчас 11 лет. Она ходит в школу, учится в 4 классе. Я люблю абхазскую литературу и рисование люблю. Скажи, Аслана, какая у тебя самая большая заветная мечта? О чем ты мечтаешь? Это стать врачом. Педиатром хочешь стать, правильно? Да. А почему ты именно эту профессию выбрала? Потому что мне помогает. Стоимость операции по замене телескопического штифта Аслане Джинджолия составляет 1 600 000 рублей. Эта сумма неподъемная для семьи, и без помощи добрых людей им не справиться. Еще раз обращаюсь к вам помочь Аслане на операцию. Операция стоит 1 600 000. Сумма не маленькая, сумма очень большая. Но я очень надеюсь, что все соберется. Каждый из нас может сделать жизнь Асланы Джинджолия намного легче и ярче, чтобы девочка могла жить полноценной жизнью, бегать и играть наравне с другими детьми. Каждый в силу своих возможностей может сделать пожертвование для маленькой Асланы Джинджолия и подарить ей счастливое и здоровое детство. Если у нас есть такая суперспособность давать маленьким людям шанс, то большая глупость ею не пользоваться. И я хочу призвать, попросить в очередной раз, в 24-й раз снова помочь Аслане Джинджолия, потому что на самом деле вклад в ее здоровье – это вклад в наше будущее. Потому что каждый маленький человек – это и есть в итоге вот то большое будущее, к которому мы идем. И делать добро легко и приятно. Ничего сложного я не прошу. Я прошу абсолютно любую сумму, которую вы для себя представляете возможным, пожертвовать маленькой Аслане Джинджолия, потому что вряд ли что-то важнее и полезнее мы можем сделать. Самый легкий и доступный способ помочь Аслане Джинджолия – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 6 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 9-14, днем 13-18, температура морской воды 21 градус.
На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.